Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Молниеносные перемены. Что поменяется очень резко и очень быстро в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрите, мои хорошие, тут показывают, что у вас что-то зависло, как будто замерзло, как ничего сделать нельзя. И вы в каком-то таком состоянии, как по рукам, по ногам связаны. Скорее всего, вы столкнулись с какой-то неразрешимой проблемой, либо с какой-то ситуацией, на которую вы никак повлиять не можете. То есть вот от вас ничего не зависит. Вот случилось, как случилось. И вы вот как в беспомощном каком-то состоянии находитесь. И к разным людям вроде как обращаетесь, вот как дергаете кого-то, а люди как будто бы не замечают. Ну, либо пожимают плечами и говорят, а мы что сделаем? Мы тоже ничего сделать не можем. Долго вы в таком состоянии находитесь. Это состояние вам болит, оно вас угнетает. Из-за этого состояния у вас и стресс, и депрессия могла быть, и бессонница началась. У кого-то аппетит пропал, а у кого-то наоборот, да, чрезмерный пошел. Ну, потому что хоть как-то там заедать, да, всю эту боль, всю эту неприятность. Вы уже как-то смиренно на все это смотрите и понимаете, что, наверное, так тому и быть, да, что ничего не изменится и ничего не сделаю. Но вы не знаете, что какие-то люди с обратной стороны уже за что-то взялись, уже что-то начали делать, рассматривать, куда-то обращаться. Может быть, эти люди, от них все зависит, они уже начали что-то решать. Эти люди, их двое, как два основных лица. Эти люди скоро с каким-то громким, как заявлением, да, выйдут. И в этот момент для вас как солнце из-за туч выйдет. Вы скажете, вот оно счастье, вот она радость. Неужели что-то сдвинулось с мертвой точки? Неужели начало решаться? Вы прям будете не ходить, а порхать. Такое настроение прекрасное, позитивное. Вот как самая главная проблема в вашей жизни потихонечку начинает решаться. И не вы ее решаете, а какие-то люди решают, и к вам вот это добро приходит. Может, вы обращались к кому-то, и эти люди вот только сейчас этим начали заниматься. А может, в принципе, да, кто ответственный за эту ситуацию, понимает, что что-то не так. Да, надо какие-то прям правки вносить, либо как-то разрядить обстановку. Мне идет, что два человека уже начали чем-то заниматься, а к вам скоро хорошие новости придут. Для вас это будет действительно как молниеносно, потому что вы уже все, руки опустили, да, стоите тут связанный человек. Получается, не вашими руками, но ситуация начнет решаться. И я вам скажу, все решится достаточно быстро. Но в течение месяца 100% уже будет все готово. Да, либо будет результат, либо это все негативное из вашей жизни уйдет. Что бы это ни было. Так, еще резко, молниеносно поменяются отношения между вами и тем человеком, с кем сейчас у вас чуть ли не вражда. Может, вы друг друга не понимаете, не хотите видеть, не хотите общаться. Тут какое-то дело вас сведет. Необходимость вам встретиться, необходимость вам поговорить. И как будто бы другими глазами друг на друга посмотрите. Как будто бы в первый раз друг друга увидите. И очень сильно потянет друг к другу. Если это любовные отношения были, и вы рассорились, так сильно потянет, как в лучшие времена не тянуло. Просто нельзя будет оторваться друг от друга, да, вопрос будет исчерпан, ссора как будто бы и не было, уйдет. И если это семейные вопросы, либо ситуации, с родственниками поругались, либо с подружкой поругались, с другом поругались, то будет необходимость встретиться и поговорить, и тоже почувствуйте, как вам друг друга не хватает, вспомните самые лучшие моменты на двоих, И как оба, да, с инициативой, а давай помиримся, а давай не будем ссориться.
Вот мне идет, что примирение. Стремительное, молниеносное примирение идет. Сейчас вы этого не ждете, потому что события у вас слева выходят, но это будет, это точно будет. Если кто-то был заинтересован в вашей ссоре, да, человек будет ходить себе руки выкручивать, злиться будет очень сильно и даже не будет скрывать, да, что этот человек был заинтересован в том, чтобы вы не общались. Ну, сразу узнаете, кто ваш недоброжелатель. Дальше. Буква Ю выходит. Люди, кого зовут на букву Ю, готовьтесь к большому сюрпризу. Я не могу сказать, что это, но вас ждет какой-то грандиозный сюрприз. Такого еще не было. К такому вы точно будете не готовы. Даже можете немножко испугаться. Но событие с правой стороны, оно хорошее. Если вас не зовут на букву Ю, но в вашем окружении есть человек на букву Ю, устроит большой сюрприз. Гигантский, я бы даже сказала, сюрприз. Такое, что люди будут говорить там несколько месяцев, может быть, целый год будут говорить о том, что учудил этот человек на букву Ю. Дальше, мои хорошие, стремительно у кого-то жизнь меняется из-за того, что у вас дома какой-то пушистик появляется. Комочек счастья, мягкий такой, красивенький, котенок, щенок, может, хомячок какой-то, да, крыска, может быть. Что-то маленькое и пушистое. Жизнь меняется. Вы настолько вот полюбите это существо маленькое, пушистика своего, и вот прям как улыбаетесь все время, чему-то радуетесь, у вас какие-то вот мысли, что-то купить, там домик, клетку, корм, куда-то погулять, ветеринары, да, вот какие-то такие мысли, знаете, суета появляется. И жизнь меняет смысл, да, наполняется смыслом. Особенно вот люди, которые там детей вырастили, да, которые чувствовали себя одинокими. Либо, в принципе, да, может, молодой человек, молодая девушка, но так сложилось, да, что у вас там дом, работа, дом, все, больше ничего интересного нет. А тут у вас пушистик появится. Действительно, все будет по-другому. Вы мама, либо папа станете для этого маленького пушистика. Прям так мило, так мимимишно, у вас такое понимание идет. И ваш этот пушистик, он так вас радовать будет, так любить вас будет. Прям нежность на кончиках пальцев мне идет. Замечательный знак. Вот прям такая терапия вам. Терапия во благо, терапия добром, терапия любовью мне идет. Дальше, мои хорошие, стремительно, молниеносно. А какое-то письмо придет. Тут именно письмо электронное, либо бумажное. И в этом письме такое будет написано, что вы несколько раз будете перечитывать, даже к кому-то будете обращаться, чтобы вам либо прочитали, либо объяснили. У кого-то даже отыграет, что вы пойдете к юристу, да, на консультацию с этим письмом. С левой стороны почему-то вы либо не так прочитаете, либо не то подумаете. Вам покажется, что там что-то не очень хорошее написано, а по факту там очень хорошее написано. Юридически, на юридическом каком-то, наверное, сленге, языке, да, терминология юридическая. Так что нормальный человек не совсем понимает, чем имеет дело. Вот пока вам это все растолкуют, пока вы все это поймете, немножко вот нервничать, я вижу, будете. Но потом, как поймете, вы даже праздник устроите. Действительно, вот вкусняшку купите, стол накроете, что-то будете делать, какой-то праздник устроите. Мне почему-то кажется, что это как-то связано с правами, с документами, с наследством, может быть, связано. И связано, может быть, с каким-то, не знаю, как правом владения, собственности. Что-то, что является вашим, как авторское, может еще даже право быть. Неплохо, я вам скажу. Только сразу не поймете, что там написано. А вот когда поймете, тогда и порадуйтесь. Мне идет, что это письмо электронное, либо бумажное. Дальше, мои хорошие, молниеносно. Человек в вашем окружении что-то узнает, как информацию получит, где-то раздобудет, может и подслушает, может быть, кого-то пытать будет, да, для того, чтобы узнать эту информацию. Информация очень важная и очень востребованная.
И этот человек к вам хорошо относится и с вами поделится. Причем поделится, ну, не за какие-то там деньги, вознаграждения, а поделится просто так. А может быть, вы будете говорить с этим человеком, человеку вас жалко станет, человек скажет: а я помогу, я тебе расскажу, что делать надо. Какая-то сумасшедшая информация, которая действительно на вес золота. Смотрите, поступите мудро. Поступите мудро, воспользуйтесь этой информацией и, возможно, даже кого-то тоже научите. Информация на вес золота мне идет. Я не могу сказать, что это, с чем это связано. Вы все слишком разные, но информация прям, да, на миллион. Очень ценная, очень полезная. Может быть, еще и предупреждение, да, там, забери деньги из банка, иначе там потом не заберешь, либо поменяй деньги на валюту, иначе потом не поменяешь, либо там не продавай что-то, либо наоборот продай, да, вот еще такое может быть. Но прям очень ценно. Ценно, и оно прям все сбудется, проиграется, информация прям проверенная, такая четкая идет. Не забудьте поблагодарить и сами воспользуйтесь, кого надо, тоже предупредите. Продавать такую информацию не рекомендуется, потому что вы же ее не за деньги берете, да, поэтому продавать вы ее тоже не можете. Ну, как бы нехорошо это будет, если будете продавать. Так, а вот здесь мне показывают рыбок. Рыбки такие небольшие, давайте скажем честно, небольшие, но они в большом количестве вокруг вас. Деньги, придут деньги, либо начнут поступать деньги. Может быть, вы что-то в интернете захотите продать, да, и у вас раз там искупили все. Может быть, вы кого-то будете, ну, с клиентами работаете, да, обслуживать клиента, вы там один чаевые даст, второй чаевые даст. И я вот вижу, что вам деньги как раз-таки нужны. То ли вы попросите этих денег у небес, так и скажете: Боженька, помоги, да, дай заработать мне эту денежку. И небеса вам помогут прям откликнуться. Сами будете в шоке, потому что у вас эти рыбешки, они вокруг, и они прям плескаются, в руки вам просятся. Да, добрый знак. Так, мужчина, который боялся, либо все время вам говорил, что ну я не знаю, я не уверен, я боюсь, я не справлюсь, да. Кольцо несет. Причем кольцо такое, знаете, прям доброе, дорогое, вот 100% дорогое, может быть, ну, не совсем в вашем вкусе будет, но оно прям такое красивое, дорогое кольцо. Может быть, потому что чересчур, да, такое оно вызывающее, а вы любите более там скромные колечки. Несет вам это кольцо, и, знаете, вот прям обрушится на вас, что давай, вот все, я готов, я решился. Тут уже вы скажете: извини, но я не готова, я так сразу не могу. Может быть, это связано с тем, что мужчина сделает вам предложение руки и сердца, причем будет настаивать, чтобы прям пойти и срочно расписаться. Может быть, он придет и скажет: все, завтра расписываемся, там, послезавтра ребенка рожаем, давай, все, я готов, я хочу, приступили. Вы такая: ну извини, я не готова, я так не могу. Ну, у кого-то еще отыграется, что мужчина будет предлагать вам, помимо всего прочего, еще куда-то съехать, переехать, да, какой-то там переезд, ипотеку взять. И вы уже такая: не-не-не, ну, мне надо подумать. Девочки, вам не рекомендуется брать время на подумать, потому что у мужчины сейчас волна, прилив, и эта волна может уйти, и вы опять в отлив попадете, да, когда он опять начнет бояться. Тут мужчина созрел, надо брать быка за рога, пока он готов, иначе потом так же резко все может поменяться. У него то ли характер такой, то ли тип личности такой, но если готов, пусть будет так, как он готов. Да? Вот. Все потом можно наверстать, и свадьбу можно шикарную устроить, пышную, и, не знаю, там что-то там, не поехать, переехать, да, можно. Но вот нельзя, не рекомендуется ему отказывать, не рекомендуется отказываться от этого кольца, надо его брать. И даже если оно вам не очень нравится, да, поблагодарите, скажите, что это лучшее, что вы видели в жизни, и вообще вы такая счастливая, да, ни в коем случае не говорите, что вам не нравится. Потому что он такой у вас пуганный зверек, можно в любой момент его напугать, и все откатится. Дальше две женщины. Одна женщина подкову теряет, другая находит. Я так понимаю, что находите вы, а теряет какая-то другая женщина. Но это не просто так, да, случайно потеряла. Здесь как замысел небес, либо промысел судьбы.
Возможно, эта женщина получила эту удачу авансом, но она не оправдала надежд небес и не оправдала надежды судьбы. Подвела, да? Как-то использовала неправильно. Вот. Теперь она теряет, а вы, наоборот, получаете. Ну что ж, я вас поздравляю, потому что это успех, это действительно везение. Причем везение такое, знаете, в чистом виде, во всем и сразу. И, мои хорошие, вам единственное, что хвастаться нельзя. Если будете хвастаться, то вы тоже потеряете эту подкову. У кого-то прям в прямом смысле слова отыграется, что вы что-то найдете. Не знаю, там заколка, какая-то монетка. Может быть, что может быть, какие-то, там, не знаю, колечко, браслет. Не обязательно, что оно там прям золотое, драгоценное, но вот что-то вы можете найти, и это будет как это самая символическая подкова, да? Одна женщина теряет, другая женщина находит. Мужчину просто переворачивайте на себя. Один мужчина потеряет, другой мужчина найдет. Только вам нельзя про это говорить, и вам нельзя про это хвастаться. Иначе вы тоже можете потерять. Небеса такого не любят, и судьба такое не поддерживает. Вот получили, молчите, вас будут спрашивать, вас даже ваши родные будут спрашивать, а что ты такое сделала, а что произошло, вот тебе теперь везет, у тебя все получается. А вы молчите, скажите, ну вот я молодец, я всего добилась, я долго к этому шла, теперь я это получаю. Но не рассказывайте про то, что с вами произошло, что вы там что-то нашли, взяли, да, не надо, надо молчать про это. А вещь эту, которую найдете, вы ее на сахарок положите куда-нибудь, да, вот сахар насыпьте и туда вещи то положите. И тогда вам еще слаже будет, тогда еще больше удачи и везения будет приходить в вашу жизнь. Ну вот идет мне такая информация, да, смотрите там, что вы видите, берите, даже если страшно, берите. Потому что не просто так вы эту вещь найдете. Кто-то потеряет, а вы найдете. Ну так тому и быть. Так, и еще восьмерка. Восьмерка на линии жизни. Что-то с работой связано. Возможно, у вас на работе что-то такое молниеносное произойдет. Не знаю, начальника снимут и нового хорошего поставят. Либо какой-то новый коллега придет, либо плохой коллега уйдет. Да, вот приятное что-то произойдет. Либо, если вы своим делом занимаетесь, то, судя по этой восьмерке и то, что она на линии жизни, какой-то, может быть, клиент у вас появится, либо заказчик, с кем вы будете больше, чем бизнес-партнеры, а в будущем, может, и как любовь, либо такая дружба, знаете, на века сложится. Но вот как-то резко этот человек появится в вашей жизни, и вы резко начнете сближаться с ним. Положительно влияет на вашу жизнь это событие. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.